Ситуация с новой коронавирусной инфекцией у нас в республике за последнее время улучшилась. Мы видим стабильное снижение количества заболевших, в первую очередь в городе Якутске. Также мы видим, что снижается количество тяжелых больных. Это на самом деле большой результат нашей совместной работы и властей, и общества, бизнеса, в том числе по соблюдению ограничительных мер. Ну и, конечно же, я считаю, что вакцинация, которая очень активно идет у нас в республике, в том числе я хочу особо отметить город Якутск, где число людей, взрослого населения, получившего первый компонент вакцины, уже превысило 70%. Вот это все привело к этим положительным результатам. Вместе с тем, конечно, нам предстоит еще большая работа для того, чтобы закрепить это. И я еще раз хочу призвать наше население активнее вакцинироваться. Это абсолютно необходимо для сохранения и вашего здоровья, и здоровья ваших родных и близких. Учитывая многочисленные просьбы граждан, предприятий, связанных с введением QR-кодов, мы на заседании оперативного штаба достаточно серьезно рассмотрели те подходы, которые у нас сегодня формируются по работе в этом направлении, и приняли решение, которое у нас сейчас уже реализовано в виде моего указа. Согласно этого указа у нас вводится ряд изменений по работе предприятий общественного питания, в частности, те из них, где площадь зала обслуживания превышает 100 квадратных метров, сейчас уже смогут работать в обычном режиме, то есть не будет вот там того разделения по минимальной площади на человека, по санитарным расстояниям, которые ранее действовали, когда QR-кодов не было. Также разрешается уже проведение различных банкетов с числом участников до 100 человек. Далее мы разрешаем проведение спортивных состязаний, спортивных мероприятий, к сожалению, пока без зрителей, но по согласованию с Роспотребнадзором спортивные соревнования на территории республики, которые включены в план мероприятий, при соблюдении требований, которые как раз сейчас в целом в стране к проведению мероприятий такого рода предъявляются, такие мероприятия спортивные уже могут быть разрешены. В парикмахерских, спа-салонах, фитнес-залах, также, которые сейчас уже все должны работать с QR-кодами, по всем ним уже разрешается работа, опять же, без тех ограничений, которые были ранее. Заполняемость по кинотеатрам, по театрам повышается с 50 до 70% залов. В целом мы считаем также, что уже необходимо, и это будет тоже реализовано, работа туристических комплексов, других объектов, которые ранее как раз, опять же, внутри которых были ограничения, сейчас в связи с переходом на работу с QR-кодами они тоже будут сниматься. Единственное ограничение, которое сейчас новое появляется, это то, что доступ в органы власти с 6 декабря он будет реализовываться с помощью QR-кодов, ну и тех справок ПЦР, которые тоже имеют действие 72 часа. В целом, еще раз хочу сказать, что в дальнейшем работа наша должна быть направлена на повышение максимальной вакцинации населения, и мы здесь надеемся на поддержку со стороны нашего населения. И еще раз призываю всех якутян, всех сограждан активнее получать прививки от коронавируса для того, чтобы в максимально короткие сроки республика могла достичь коллективного иммунитета.